Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Мои дорогие зрители, с вами, как всегда, ваша Ольга. Всех вас сердечно благодарю за то, что вы со мной зашли на мой канал, смотрите это видео, за вашу невероятную и теплую поддержку в комментариях, лайками, за вашу помощь, мои хорошие. Земной вам поклон. Сегодня у нас будет отсыпочка на такую тему. Кто сегодня думал о вас? Загадайте, пожалуйста, на себя. Ни о ком думать не надо. Песочек все покажет сам. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Так, мужчину показывают. Сегодня о вас все это время с утра и по сегодняшний час думал именно мужчина. Мужчина очень симпатичный, у мужчины открытое светлое лицо, глаза очень выразительные, красивые. У мужчины приятный голос. Мужчина думал о вас, о вашей красоте, и какая-то вот прям невыносимая тоска коснулась его сердца. Я так понимаю, что очень хочет вас увидеть, но по какой-то причине не может. Ну, либо где-то он находится, да, в труднодоступном месте, и встреча невозможна. А может быть, у кого-то отыграется, что мужчина сам по себе не совсем свободный, и все, что он может, это только лишь думать о вас, думать и мечтать. Мысли у него были невероятно светлые и вот прям любовью наполнены. Любит вас этот мужчина, либо влюбился по уши, и так можно прочитать. Он буквально вами дышит, он вами живет. Вы его кислород. Ради вас он просыпается по утрам, и на протяжении всего дня он также думает о вас. Вы для него своя, родная, любимая и самая желанная. Почему-то мне показано, что вы то ли встретиться не можете, то ли вот как преграда какая-то есть. Опять же, это общая отсыпка. У кого-то и правда мужчина где-то находится в одном месте, а вы в другом месте. А у других есть преграда к вашим встречам. И не так-то просто вам встретиться. Да? Надо изловчиться и выкрутиться для того, чтобы с вами встретиться. У кого-то еще из вас отыграется, что, возможно, вы поссорились с этим мужчиной и, допустим, запретили ему появляться перед вами. И вот он мечтает, думает, когда же наступит тот день, когда вы отойдете, когда вы уже не будете так злиться и позволите ему к вам прийти. Но, если честно, очень похоже, что мужчина не свободен. Вот правда, девочки, да, не свободен, и встреча с вами — это риск, и, может быть, не до конца он уверен, ответите ли вы взаимностью. Ну, судить, конечно, вам. Вижу этого мужчину влюбленным, вижу этого мужчину любящим, мечтающим, жаждущим вас, и ничего с этим не поделать. Кстати, у кого-то отыграется, что вы тоже думаете об этом мужчине, по крайней мере, сегодня вы точно его вспоминали, сегодня вы точно о нем думали. Он вам, ну вот не чужой, не посторонний, не посторонний. То есть у кого-то отыграется, что вы тоже в него влюблены, а у других отыграется, что он ваша симпатия, интерес, он вызывает ваш интерес. Так, еще по поводу его мыслей. Почему-то ему очень хочется вас вот к себе прижать, как будто бы вы маленькая девочка, и с собой от этого огромного злого мира закрыть. Почему-то ему кажется, что вы очень нуждаетесь в его этих объятиях, в его защите, в его покровительстве. Еще ему очень хочется что-то для вас сделать, чтобы выразить свои чувства, свою привязанность, свою любовь. Но, к сожалению, пока еще не придумал, что. Вот в мыслях, фантазиях он такой рыцарь без страха и укора, там всех драконов
победил ради вас, ради вашего имени. И еще этот мужчина хотел бы в какой-то домашней обстановке с вами оказаться. Не знаю, то ли вы очень вкусно готовите, то ли вы очень нежная, заботливая. Ну, то ли попросту он мечтает видеть вас своей женой. А может быть, вы уже его жена, но в силу обстоятельств, опять же, вы расстались. Да? Может, он в командировке, либо вы, может быть, уехали к родителям, ну, либо куда-то погостить. Не хватает. Ему вас катастрофически не хватает. Если с этим мужчиной вы, например, вместе работаете, коллеги, то вот эти вот дни, там суббота, воскресенье, выходные дни, для него просто катастрофа. И все, о чем он может думать, только лишь о вас. Вот. Себя утешает тем, что ну, придет понедельник, да, как-то я ее смогу где-нибудь там увидеть, пересечься с ней, встретиться. Так, и еще, мои хорошие, мужчине хочется весь мир бросить к вашим ногам, и хочется вам какой-то подарок подарить. Но он вот что-то перебирает, какие-то странички, наверное, в интернете пересматривает, но никак не может определиться, что вам подарить. Но опять же, вопрос цены. Да, хочется что-то подороже, покрасивее, так, что прям вы сознание потеряли от восторга при виде подарка. Может быть, у вас день рождения скоро, либо какая-то общая годовщина, а может быть, просто хочется вас порадовать действительно дорогущим подарком. Ну, как бы вы женщина его жизни и судьбы, вы достойны всех сокровищ мира. Так мне идет. Если мужчина точно не свободен, то, девчонки, он очень часто задумывается о том, что надо определяться, надо решаться, и пока есть время, ну вот не терять его, живя с нелюбимой женщиной, а все-таки любой ценой объединиться с вами. Вот думает, задумывается и даже, возможно, справки наводит о том, как ему там наиболее там легко и быстро, да, исправить сложившуюся ситуацию. Вы не думайте, что он вам голову морочит. Он ведь тоже очень страдает. Он менее всего на свете хочет, чтобы вам было плохо либо больно. Но видите, как все в жизни бывает. Некоторые вещи, они не поддаются там, с первого раза, либо не совсем подвластны. Да? Вот нельзя просто пожелать и сделать. Есть и проблемы, есть и несогласные, я так понимаю. И не так-то просто. Да? Но тем не менее, он об этом думает, он на это настроен. И еще, мои хорошие, этот мужчина хотел бы вас о чем-то спросить. Вот он мысленно вас типа спрашивает, но сам себе ответ придумать не может. Что-то его волнует, что-то его смущает, что-то, может быть, кажется сомнительным и подозрительным. Очень похоже, кстати, на ревность. Может быть, он какую-то вашу фотографию в соцсетях увидел, где вы там, с другими мужчинами. Может быть, ему кто-то что-то сказал. Может быть, ему даже как привиделось, показалось. Ну, все бывает, да? Хотелось бы вас очень сильно о чем-то спросить, чтобы вы прям ясность внесли. Иначе он покоя себе найти не может. Прям ходит такой задумчивый, переживательный весь. Ну, вот что есть, то есть. Так, еще о вас сегодня думала какая-то женщина. Причем мысли у нее были мрачные по поводу вас. И я так понимаю, она то ли боится вас, то ли она... Ну, не хочу говорить плохие слова. В общем, вы ей явно мешаете. Вы ей мешаете, и вот она думает, что такого сделать, чтобы такого предпринять, чтобы, ну, убрать помеху, грубо говоря, со своего пути. Может быть, эта женщина ваша конкурентка там, в делах, на работе, в бизнесе. Может быть, она конкурентка в любви. Да? И так может быть. Ну, явно что-то тут не так. И вот думала она плохое. И плохое вам желала, мысленно желала. Вот. Ну, не буду повторять ее глупые мысли. Пусть это все к ней придет и к ней вернется. Вот. А вас я просто хочу предупредить, что эта женщина практически уже в каком-то отчаянном положении. Знаете, когда крысу загнать в угол, она может кинуться. Ну, прыгнуть, да, на того, кто ее загнал.
Я не вижу, чтобы вы как-то специально что-то делали. Может быть, оно все само собой идет. Но будьте поаккуратнее. Да? Будьте поаккуратнее. Здесь не грех и защиту на себя поставить, и в принципе быть по жизни повнимательней. Но если где-то что-то о себе не очень хорошее услышите, не удивляйтесь. Это происки вот этой женщины. То есть, получается, сделать ничего не могу, но буду сплетни распускать, но буду там обвинять в чем-то, да, грязь лить. В таком ключе. Эта женщина, кстати, она из-за вас прям болеет. Болеет, вы у нее как косточка в горле, понимаете? И не туда, и не сюда. Косточка застряла, да, и ничего не поделаешь, хоть плачь. Кстати, не удивлюсь, если она из-за вас плачет. Ну вот прям до отчаяния доходит. Как-то так идет. Что-то между вами не так. И вижу, что ваша позиция гораздо сильнее, чем ее. Поэтому, наверное, вот это отчаяние ее и преследует. Ну да, какая-то конкурентка, соперница, ворошина. Так мне идет. Ну, Бог ей судья, как говорится. Но вы будьте поаккуратней. Так, еще какое-то казенное лицо здесь выходит. Человек при должности, на службе, при полномочиях. Но так могут показать какого-то госслужащего и сотрудника банка, и, может быть, даже доктора в поликлинике. То есть казенное лицо, человек при должности. А этот человек вам что-то неправильно сказал, либо неполную информацию подал, ну, либо случайно ввел вас в заблуждение. И вот этот человек об этом думал, и мысли были такие, знаете, скользкие, ну, типа, может быть, все оставить как есть, да, а вдруг она там скандал учинит, а вдруг она на меня пожалуется. Но с другой стороны, он думал, что все равно рано или поздно все раскроется, и порицания, ну, не избежать, да. Вы ведь с виду спокойная, но можете, да, можете за себя и побороться, и вскрыть чужие вот ошибки. Ждите, мне кажется, вот с рабочей недели, да, этот человек должен как-то проявиться. Тут, скорее всего, звонок от этого человека будет, и человек вам, ну, как-то вот будет преподносить информацию, что типа я не виноват, да, но вот произошла ошибка в таком ключе. Но вот с началом рабочей недели ждите звонка от этого казенного лица с объяснениями и с пояснениями, с дополнениями. То есть этот человек будет исправлять свою ошибку. И показывает еще одного мужчину. Мужчина, у которого не сердце, а камень. Человек с каменным сердцем. И даже, смотрите, каменное сердце дрогнуло. Очень похоже на какого-то вашего бывшего парня, мужа, просто жениха. Да? Вот кто-то из бывших, у кого каменное сердце. То есть это такая характеристика. Да? Человека ничего не брало. Человек всегда жил, действовал только лишь в своих интересах. Человек никому, ни к чему не испытывал ни чувств, ни привязанности. Может быть, поэтому у вас и не случилось, и не сложилось. Вижу, что этот человек вас то ли где-то видел, ну вот, допустим, на улице, да, то ли он наткнулся, например, в интернете, в соцсетях на ваши свежие фотографии. И сердце ёкнуло, и камень начал дрожать. Слушайте, вы такая обалденная на фотографии. У вас так глаза светятся вот счастьем, радостью, любовью. И он смотрит на вас и думает, блин, какая она классная, ну какой же я дурак, да, какой же я дурак, что в свое время этого не понимал, не видел. То есть вы как-то очень поменялись за это время, очень сильно в лучшую сторону. И вот особенно взгляд у вас какой-то фантастический, вот счастьем, добротой глаза светятся. И вот он любуется этой фотографией, и вот этот камушек внутри, он прям сжимается и пульсирует. Думаю, упустил. Ах, простофиля, такая женщина. Прям поразили вы его на фотографии. И вот он, как увидел вас, так он постоянно теперь от того дня думает о вас. Ну, либо постоянно просматривает ваши соцсети, вот любуется вот этой последней фотографией, где у вас глаза очень яркие, светящиеся. Да, а сердце ведь каменное тоже болит. Да?
Тут, скорее всего, либо, вот наконец-таки дошло, либо любовь его коснулась. Даже спустя столько времени, вот жалеет девчонки, он очень сильно жалеет, что в свое время не понял, какой бриллиантик попал к нему в руки. И как он жестко лоханулся, когда вы расстались, либо когда он до ума не довел свои ухаживания, допустим. Да, может быть, он был претендент, но как-то ухаживал не очень, и вы ему отказали. Вот, ёкнуло сердечко, ёкнуло. И еще такой момент. Вижу, что этот мужчина еще будет любоваться вашей фотографией, но при этом начнет искать личной встречи. Он может вам и смс-ку отправить, если номер телефона сохранился, и вы его не заблокировали. И также он может просто подойти к вам вот неожиданно на улице. Для многих это будет не совсем приятное событие, но тем не менее. Я вас предупредила, так что готовьтесь. Прям, да, очень сильно впечатлился, и сердце ёкает, и ничего с собой поделать не может. Прям чувствует, что хочу ее увидеть, хочу поговорить, хочу вот как назад в прошлое, что ли, вернуться. Вот в таком ключе информация. Какой-то бывший, с каменным сердцем. Вот прям главная характеристика. Так, еще. О вас сегодня думал кто-то мелкий. Ребенок, скорее всего. Либо внук, либо, может быть, племянник, племянница. Может быть, просто чей-то ребенок, знакомый, да? Ребенок вашей подруги. Он о вас думал, вспоминал какие-то ваши слова. Что-то вы такое сказали, может быть, чему-то научили. И вот ребенок говорит: вот, я знаю, мне сказали, да, в таком ключе. А может быть, даже пользовался тем, что вы сказали. Подсказали, сказали, научили. С благодарностью вспоминал вас ребенок. А это ведь самое лучшее, да, когда ребенок думает о вас с благодарностью. Действительно. Может быть, вы ребенку что-то купили, не знаю, игрушку. Ребенок игрался и думал: боже, какая у меня мама. Либо детям в песочнице внук мог сказать: вот моя бабушка мне вот эту игрушку приобрела. У меня бабушка самая лучшая. Либо бабушка у меня печет самые вкусные пирожки. В таком ключе. Очень мило, и прям такая нежнятина идет. Так, еще. В самом венце показано несколько людей, которые не только думали о вас сегодня, они еще и говорили о вас. Эти люди, они то ли ваши коллеги, то ли ваши друзья, то ли ваши родственники. Вот вспоминали, но не в суе, не переживайте, а в положительном ключе. Может быть, у вас скоро день рождения, и они хотят устроить вам какой-то сюрприз. Может быть, хотят подарить, скинуться все вместе, подарить хороший подарок. Вспоминали вас, говорили хорошее, мысли тоже были хорошие. И вот здесь какое-то желание показать свою привязанность, либо сделать для вас что-то приятное. То есть подарить хороший подарок, либо, может, даже какую-то помощь оказать. Здесь несколько человек, не один человек. Вы для этих людей очень важны. Им очень хочется сделать вам приятно. Разговор был просто замечательный, и мысли у всех этих людей были по отношению к вам очень-очень светлые. Если бы у вас была возможность услышать этот разговор, либо залезть в голову этих людей, вы бы очень приятно удивились, насколько они вас любят, насколько ценят, насколько вами дорожат, насколько они равнодушны по отношению к вам. А это ваша характеристика, потому что вы отличный человек, вы замечательная, вы умничка. Вас действительно есть за что любить, уважать, ценить и делать для вас все самое лучшее. Так, мои милые, на этом все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.